Телерадиокомпания «Витебск». Полоцкий районный исполнительный комитет представляют документальный тележурнал «Полоцк, где починається країна». В Полоцкой центральной библиотеке имени Франциска Скорины состоялась ежегодная акция «Библионочь-2019». Проект пользуется успехом у жителей и гостей города. В этом году организаторы предложили читателям окунуться во времена СССР. Оформление, музыкальное сопровождение, вещи – все напоминало то старое доброе время. Развлекательная программа началась уже перед входом в библиотеку. Став участником флешмоба «Игры нашего двора», можно было попрыгать на скакалке, покружиться на диске здоровья, поиграть в классики и домино. А на входе всех гостей встречал билетер. Программку вам, билетик на одну поездку, то есть наше посещение получите. И еще вот такой значок, что вы были сегодня гостем нашей библионочи. Я ничего не испорчу. Вот так. Викторины, выставки, музыкальная разминка, спортивный турнир, урок домоводства, музей костюма, интерактивная программа «Советский ликбез», а также уютный светский салон сквозь призму времени. Это только малая часть того, что ожидало читателей библионочи. Для нас библионочь – это возможность проявить себя творчески, возможность реализовать интересные задумки, организовать грандиозный праздник, задействовав каждый уголок библиотеки. Для гостей, которые смогут посетить нашу ночь сегодня, это стилизованный тематический вечер, который, посетив, они смогут найти занятия по душе, провести время с пользой, зарядиться хорошим настроением. Этот стенд посвящен периодическим изданиям, которые выходили в Советском Союзе, в СССР. Здесь и роман-газета, и студенческий меридиан, и Мурзилка, всеми любимая Мурзилка, которая вошла в книгу рекордов Гиннесса. И самое приятное, что на страничке Мурзилки есть и мой портрет, потому что в 1981 году в Полоцке проходили учения «Запад-81». И тогда мы встречали воинов, которые были на Полоцкой земле. Утром мы проснулись популярными. Газет, журнал «Мурзилка», «Огонек», «Работница», «Советский воин», «Советский крест». Это все было наше, нашей библиотеки. Поэтому вот эта вся история СССР остается в нашей памяти. История нашей библиотеки. Для любителей истории родного края была организована интересная встреча с экскурсоводом Натальей Сергеенко. Невероятное путешествие по времени, шагнем в будущее, познакомило гостей с технологиями, о которых могли только мечтать наши родители, бабушки и дедушки. Нравится, что библиотека продолжает развиваться, что многое поменялось. Вот даже вот это сегодняшний праздник, он новый, его раньше не было, и посмотрите, сколько народу он привлекает. Сегодня это очень важно, привлечь людей в библиотеку, потому что времена поменялись, у всех есть интернет, и библиотеке приходится искать свое новое место в современном мире. Вот одна из попыток – это сегодняшняя библионочь, и я думаю, что она успешна. Уже традиционной стала организация детской игровой зоны. В пионерской комнате Тимур и его команда. Дети участвовали в видеовикторине, проходили интересные квесты и просто весело проводили время.
Отдохнуть и выпить чашку ароматного чая с хрустящим хворостом, как в советское время, можно было в импровизированном буфете «Снежинка». А после этого потанцевать от души под знакомые и любимые хиты советских времен. Я очень положительно отношусь к таким мероприятиям. А что библиотеку люблю с детства. Я сейчас в настоящее время изучаю английский язык, хожу в информационный клуб, хожу. И вообще я не пропускаю библиотеку, хотя мне 78 лет. Это я вслух не говорила. Своих детей привлекаю и своих правнуков. Сегодня библиотека – это не только книги, но еще и творческая площадка для самовыражения, центр общения и развития, где каждый может проявить себя и реализовать свои идеи и проекты. За десятки километров полоцких дорог, которыми каждый день пользуются тысячи полочан и гостей, в том числе отвечает и филиал Дорожно-строительного управления номер 2 открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест номер 1» города Витебска. Вот уже более 60 лет ДСУ держит на своем контроле строительство дорог. Кстати, в последнее время не только района, но и на уровне страны. Дорожно-строительное управление номер 2 для этого имеет свою производственную базу и 2 асфальтобетонных завода в Верхнедвинском районе и Кстах. Эта вереница большегрузов под Полоцком демонстрирует его востребованность и загруженность. Производительность завода 110 тонн в час. Реализует будущее дорожное полотно не только предприятиям своего региона. Полоцкий асфальт без проблем обкатывают и в соседних районах. Кстати, в этом году асфальтобетонный завод начал производственный сезон первый в стране. После зимы он заработал уже в марте. Дорожно-строительное управление номер 2 города Полоцка сейчас работает на многих объектах по Республике Беларусь. Это в частности работаем на Балбасово, строим подъездную дорогу. Также участвуем в строительстве М6 дороги в районе Воложина. Сейчас она уже готовится к сдаче. И также по благоустройству города Полоцка, Новополоцка укладываем асфальтобетон. Дорожно-строительное управление номер 2 города Полоцка сегодня востребовано. Оно сотрудничает не только с госзаказчиками, но и оказывает свои услуги частным организациям. Конкурирующему предприятию идут, а значит свою работу оно выполняет качественно. В этом и заключаются задачи управления. В роли подрядчика стараемся по мере загрузки, все поставленные задачи выполнять. То есть мы готовы работать весь сезон, невзирая ни на что, и с поставленными задачами справляться, чтобы жил наш коллектив, сохранялся. Полоцк – город различных мероприятий. Здесь проходят праздники как республиканского, так и международного значения. При подготовке к ним свою лепту вносят и 150 специалистов ДСУ номер 2. Здесь шутят, как человека встречают по одежке, так и о городе судят по его дорогам. А это значит, что оценку получает Дорожно-строительное управление номер 2, как правило, высокую. Сергей Станиславович Макарский, помощник мастера цеха номер 6 открытого акционерного общества «Полоцк стекловолокно». Предприятие уже давно стало родным, уже не за горами, сроков 30 лет работы на этом предприятии и по своей профессии. Это как взять какой-нибудь механизм, и каждый винтик в этом механизме необходим для работы этого механизма, и его отсутствие приводит уже к сбоям, остановкам. И каждый человек в нашем предприятии занимает свое место для стабильной работы. Это не самый главный винт, конечно, но один из винтиков, необходимого для постоянной стабильной работы.
Без отрыва от основной работы Сергей Станиславович освоил профессию помощника мастера. Работает с полной отдачей, внедряет новые технологии, налаживает оборудование. Интересная работа, и постоянно, даже с годами уже поработав много, все равно иногда что-то появляется новое, и интересно это осваивать и дальше воплощать уже в жизнь, в работе. Коллектив имеет очень большое значение, потому что даже уходя в отпуск, начинаешь грустить именно по людям, по общению с определенными людьми. Ну и, конечно, немаловажное значение имеет и оплата труда, удобный график работы, работаем по сменам. В свое время Сергей Станиславович служил в Афганистане, имеет медали. За время работы на предприятии тоже не раз был отмечен руководством, властями города, получил благодарственное письмо президента Республики Беларусь. Для своего города я также работаю, и работаю честно, стараюсь работать качественно, выполнять все заданные задачи, выполнять, для того, чтобы город процветал и в дальнейшем будущем. Работаю, наверное, как и большинство людей, именно для того, чтобы было хорошо близким мне людям, маме, которая у меня еще есть до сих пор, ей уже 82 года, и мы любим семью ее посещать, и постараемся побольше радовать ее. Также, чтобы было хорошо моим детям, внукам. Город стал уже родным много лет назад. Отслужив в рядах Советской армии, приехал в город и устроился на предприятие. И здесь познакомился с моей женой. Здесь родились и выросли дети. Теперь уже родились и растут внуки. Сергей Станиславович – основатель трудовой династии. Сам всю жизнь на стекловолокне, жена здесь отработала. Сейчас в одном с ним цеху трудится и сын. Не исключено, что и внуки сюда придут. А что? Работа трудная, но хорошая, зарплата достойная. И главное – ощущение участия в общем большом и важном деле, нужном стране, нужном своему родному городу. Своему родному Полоцку хотелось бы пожелать процветания и оставаться таким же ярким, красивым, светлым городом. Полоцк, где починається країна. Документальный тележурнал. Телерадиокомпания «Витебск» по заказу Полоцкого районного исполнительного комитета.